Так сейчас выглядит аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram. Среди заблокированных также спикер чеченского парламента Магомед Даудов, которого в республике называют лордом. Вице-премьер и близкий друг Кадырова Абузеид Висмурадов по прозвищу Патриот и получивший вчера должность зампреда правительства Вахид Усмаев по прозвищу Джихад. Недоступна также страница депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. Почти всех этих людей Минфин США внес в санкционный список в рамках закона Магнитского. Это и стало причиной блокировки. Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств. В Чечне удаление аккаунтов пока не прокомментировали. Впервые аккаунт главы Чечни деактивировали в 2017 году. Тогда Кадыров пообещал не возвращаться в соцсеть и анонсировал создание приложения MyListery, которое, цитата, «не будет уступать заморским». Но россияне не спешили заводить аккаунты в новой соцсети. В приложении захотели совместить Инстаграм, новостную ленту во ВКонтакте и приложение по показам любимых тем, но, кажется, не вышло. После этого в Инстаграм несколько раз появлялись новые аккаунты Кадырова. Сам чиновник не признавал, что это его личные страницы. Глава Чечни неоднократно делал громкие заявления в Инстаграме. В начале апреля он в прямом эфире сказал, что полностью закрывает границы Чечни. После этого Я якобы закон нарушил, какие-то правила, то сё. Нет никакого закона и никаких правил, если это касается безопасности моего народа. Также в апреле Кадыров в прямом эфире Инстаграма угрожал журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной. Она написала статью о том, что в республике массово задерживают людей, нарушивших режим самоизоляции. Кадыров через Инстаграм попросил ФСБ и администрацию президента остановить журналистку. В конце концов, надоело, если вы хотите, чтобы мы совершили преступление, и стали преступниками, то так и скажите, За Милашину заступились более 100 писателей, политиков, правозащитников и общественных деятелей. Они также призвали возбудить уголовное дело против Рамзана Кадырова. В Кремле на заявление регионального чиновника ответили, цитата, «весьма эмоционально, но ничего необычного».